Поправки в Конституцию, увеличение прожиточного минимума пенсионеров региона, изменения в законе о бюджете, а также кадровые назначения. Депутаты Госсовета рассмотрели сегодня более 30 вопросов. О результатах расскажет Ксения Лосева. После внесения поправок в основной закон страны появилась необходимость привести в соответствие и законы в субъектах. За 26 лет существования Конституции в нашем регионе изменения в нее вносили 43 раза. На повестке разграничение исключительного и совместного ведения центра и региона, закрепление требований к главе, появление таких понятий, как сенатор и комивойтер, а также исключение некоторых статей. Предлагают депутаты по-новому посмотреть и на вопрос местного самоуправления. Государственная власть может участвовать в формировании органов местного самоуправления путем назначения, даже снятия должностных лиц, которые, по мнению власти, не справляются со своими обязанностями. Становится общая вертикаль власти, начиная от президента и заканчивая местным самоуправлением. Все отвечают и все работают в одном ключе для решения вопросов, те, которые возникают на данной территории. Предложенные поправки парламентарии принимают и переходят к следующему вопросу. Он касается внесения изменений в республиканский закон об установлении величины прожиточного минимума пенсионера. На сентябрьском заседании он уже был увеличен до 12 тысяч рублей в 2021 году. Сумму предлагают повысить еще, чтобы показатель на следующий год увеличился почти на 10%. Это в 2 раза выше инфляции. Это связано с изменениями прогнозного показателя прожиточного минимума пенсионеров в Российской Федерации. И повышение для пенсионеров, проживающих на территории Республики Коми, размер составит 12 645 рублей. И поэтому, конечно же, этот проект закона, он носит социально значимый характер и коснется более 19 тысяч пенсионеров, проживающих на территории Республики Коми. Еще один важный для республики вопрос. В следующем году в России отменяются льготные условия для компаний, добывающих сверхвязкую и высоковязкую нефть. В этих условиях добыча требует дополнительных затрат и может оказаться просто нерентабельной. Нашему региону, где доля таких извлекаемых запасов составляет более 40%, это грозит в первую очередь огромными потерями поступлений в бюджет. По подсчетам Минфина, это почти 8 миллиардов рублей. Неблагоприятные условия неминуемо приведут к сокращению инвестпрограмм в Коми и урезанию рабочих мест. Так, например, может существенно пострадать Ярига, которая является монотерриторией. Наверное, это самый плохой социальный эффект, поэтому мы предлагаем все-таки подумать и отказаться от идеи отмены налоговых льгот и льготы таможенных пошлин. Конечно, Федерация предлагает нам компенсировать эти деньги, но мы понимаем, что компенсации это всегда потом, а хочется, чтобы сегодня и сейчас. Чтобы предотвратить неблагоприятный сценарий, парламентарии поддержали обращение о необходимости сохранить действующие льготы по налогу на добычу для сверхвязкой и высоковязкой нефти, а также для лицензионных участков недр, степень выработанности которых составляет более 80%. Документ будет направлен в Совет Федерации и Госдуму. Ксения Лосева, Вячеслав Беспалов, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.